Мы рады приветствовать телезрителей телеканала Якутия-24. Это проект «Мы вам покажем». Меня зовут Эмилия Алиева. Сегодня у нас выпуск необычный, потому что у нас сегодня выездные съемки. Мы находимся сейчас в поселке Нижний Куранах, и наша героиня сегодня покажет, как делать свечи. Свечи, которые помогут в трудных жизненных ситуациях, и свечи, которые для декора. Наша героиня Елена Захарова, автор, который прекрасных дел мастер, который нам сегодня покажет, что нужно делать для того, чтобы приготовить вот такую вот ароматную красоту. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте мы будем вместе познавать азы вот этого прекрасного. С чего вообще началось вот это ваше увлечение и хобби? Мы с мужем решили сделать свечи для СВО. Заказали парафин. То есть сначала все, конечно, мы прочитали в интернете, как это, что делаем. После чего нашли у себя старые консервные какие-то банки, заказали парафин, залили. 1, 2, 3, 4, 5. Попробовали. Да, попробовали. Угу. Вот. А потом я задалась вопросом, а как же вообще свечи делать? Я хочу залить, сделать что-то для себя, что-то хотя бы маленькое. Получается, нужно уже для этого заказывать фитиль. Заказали фитиль, потому что, да, то есть вот эта вот веревочка, которая горит, потому что это просто веревочка не может быть. Они разных размеров, например, под размер этой свечки идет именно вот этот фитиль. Под размер более узкой свечи будет другой фитиль. В общем, и вот с этого все началось. Дальше больше. Захотелось попробовать, и вообще все началось с дракончиков. Вот. Год дракона, видимо. Год дракона, и вот чтобы сделать этого дракона, я опыты ставила, наверное, месяцев 6. Вынимать очень тяжело из формы, постоянно отваливалась у него голова, отлетала. Вот, и, все по сказке. Почему же, да, у меня не получаются свечи? Оказывается, для того, чтобы получались вот такие свечи уже декоративные, нужно к парафину добавлять еще одно вещество, стеарин называется. То есть тоже купили его, докупили. Потом краски, чтобы были разные цвета. Процесс такой трудоемкий. А вообще сколько вы по времени занимаетесь производством таких вот красивых свечей? Наверное, если прям уже взять так осознанно в профессиональном плане, месяца 4. Месяца 4. За 4 месяца, значит, дорогие телезрители, можно научиться делать вот такую красоту. И такие подставки, да? Да, подставки я тоже делаю сама. Это гипс, вода, красители и тоже умение. Тоже с первого раза не получится. То слишком густо гипс, то слишком жидко, то не хватает вообще просто материала, чтобы залить это все. То пузырьки воздуха у нас могут появиться уже, когда достаешь. Ты же не видишь тыльную сторону. Вот здесь бывают пузырьки воздуха, что очень портит внешний вид, да? Внешний вид, да. На данный момент, видите, все ровно, идеально. И такие разводы красивые, художественно. Давайте мы начнем тогда с того, с чего, в общем-то, ваше увлечение началось, со свеч для специальной военной операции. Мы видим, что у нас есть железная банка, да, из-под консервы. Что нужно делать? Как проходит процесс? У нас есть заготовки картона. Они чуть выше, чем сама банка, поэтому нам нужно их будет просто подрезать, чтобы они были вплотную или даже чуть ниже, получается, высоты банки. А если будет чуть выше, что будет мешать? В чем просто будет гореть. Вот лишний картон будет гореть. Он же не будет поняла. В парафине, то есть парафин на него не попадет. Просто как бумага будет гореть. В принципе, я думаю, ничего страшного, но все-таки... Сколько по времени вы вообще уже изготовлением вот таких свеч занимаетесь? С мая месяца. Вот с этого года, да? Получается, уже скоро почти год будет уже. Скоро почти год будет. Да. И вы планируете заниматься и далее? Не бросать это дело полезное, да, помощь? Да, по мере того, как есть время, я выходные дни всегда уделяю
час-два своего времени вот на изготовление свечей. Вижу, что у вас банки абсолютно разные по размеру, но не могу не спросить, где вы их собираете. Очевидно, что в поселке уже, наверное, многие в курсе вашей земляки, вашего вот хобби такого, да, полезного. Помогают, наверное. Да, жители поселка Нижний Куранах тоже не остаются безучастными к нашему общему делу. Просто кто-то домой приносит ко мне знакомые. Ученики мои приходят, мамочки им передают, бывает, что по 5, по 6 банок. Потом мы поставили коробку в Доме культуры «Металлург» с объявлением. И вот уже жители привыкли, люди привыкли, и прям я раз в неделю забираю очень большими пакетами. По 2 пакета майки черные. В принципе, сейчас проблем банок нет. Банках нет. С банками разобрались. А вот картон, бумагу откуда берете? Это тоже, видимо, магазины тут, наверное, уже, да? Да, это тоже присоединяются. магазины, конечно. Да. То есть общим усилиями. А парафин вы, соответственно, который необходим для того, чтобы, ну, вот горел картон, соответственно, да? А вы заказываете где-то, да? Заказываю. Все понятно. За личные средства? Да. Понятно. Ну, что делаем дальше? Дальше мы сворачиваем, можете поучаствовать. Я с радостью помогу, потому что где-то, значит, я в социальных сетях видела, как кто-то изготавливает, но... В принципе, тут Это- чем меньше, тем лучше. Я правильно делаю? Да, туго надо Да, да, складывать. да. Ну, тут, знаете, пальцы должны быть сильными, как у массажиста, наверное. Ага, только давайте, знаете, как Что не так? Вот уже что-то не так. замотаю. Нет, это я уже ошиблась. Вовнутрь. То есть это надо усиливать. Мгм. Мгм. Так, и сюда. В середину мы серединку. складываем. То есть роль фитиля выполняет у нас такой же отрезок Да, и из мы картона. его обрезаем. То есть он, в принципе, сильно длинный нам и не нужен. То есть, Все. И теперь будем заливать парафином. такая коробочка. Достаточно быстро делается. А сколько примерно вы уже сделали? Я в килограммах могу сказать. Вот таких вот банок имеете в виду сколько? Я не могу сказать в банках. Ну, я имею в виду килограммах. в килограммах сколько таких 30. банок? 30 30 килограммов. килограмм. А каким образом транспортировка происходит? Через почту. Все через почту. Почему я знаю, что 10 килограмм? Потому что идет ограничение 10 килограмм. То есть больше я не могу отправить. 10 килограмм. Проверяли ли вы в домашних условиях, сколько горит вот такая вот одна свеча самодельная? Да, мы, конечно, испытывали свечу. До конца мы ее не дожгли, ну просто потому, что это по времени очень долго свечку оставлять тоже без присмотра нельзя. Но 5-6 часов свеча горела. Ну, а сколько сгорело за это время? Сгорела, ну половина где-то сгорела. Половина за 5... по-моему, неплохо. Неплохо, конечно. Очень даже. И освещает прекрасно. Освещает, жар очень сильный идет. Даже согревает. Согревает. Вот, Я, кстати, получается, слышала такое. есть 3 основных действия, да, функционала вот этих свечей, что согревает, можно подогреть, кушать, и освещение. Чем они очень полезны. Тем более сейчас зимнее время. Вы, можно ли сказать, что делаете вот эти свечи всей семьей? Да, так и есть. Дети помогают? Дети помогают, муж помогает. Какие молодцы. Значит, Елена, мы сделали вот банку из картона, да, оформили. Тут у нас рабочая, значит, подложка, да, чтобы все было аккуратно и не запачкать стол, ну, элементарные правила этикета любого мастера на дому, да. И мы расплавили парафин, соответственно, да. Сколько примерно потребуется вот на такую банку парафина? По граммам, видимо, очевидно, я уверена, Ну, грамм взвешу. 300-400. 300-400 Сейчас на парафина. глаз будем смотреть. Мы на эту банку, мы расплавили. А сколько, ну, на печке надо просто поставить, очевидно? На водяной бане обязательно. На водяной На бане. водяной бане. Это главное обязательное условие. Обязательно. А еще можно ли в микроволновке разогревать, растапливать парафин? Получится? Я думаю, что не стоит пробовать. Можно я попробую залить, да, Да, тогда, конечно. с вашего позволения? Мне так все интересно пробовать. А почему вот она такого красивого сиреневого цвета? Да, это рабочие моменты. Заливался очередной пион, цветочек.
И вот. Но качество вот такой вот свечи, ну, не пострадает абсолютно, Абсолютно да? нет. Очень красивый, кстати, сиреневый цвет. А куда заливать? Я вот лью, куда душа меня. Лейте, да, просто лейте. А то, что проливается, ничего страшного? Ничего страшного. Это не считается, что это погрешность производства? Погрешность мы застынет, мы это соберем и обратно переплавим. Все понятно. Девочка дорвалась до творчества, всё вы называется. правильно делаете. Вот так мы заливаем. Мгм. Желательно, чтобы картон тоже, да, вот был в Да, парафине. чтобы картон тоже был в парафине, да, чтобы он не горел, а как бы отдавал свое. Кажется, я все вылила. Да, но вот там, смотрите, уже по краям есть, да, края, то есть Вот. мы видим. Видно. В любом случае парафин имеет свойство сжиматься, Сжиматься, и в любом случае через час, через два нужно будет доливать туда. Надо будет подождать, пока он остынет. Он осядет, соответственно, да, в размерах Да. уменьшится, да. И то есть новую порцию, то есть еще где-то 300 грамм надо будет туда. Нужно будет, да, долить. ну поменьше, грамм 200, но доливать нужно будет. Сколько остывает вот такая одна банка? Ну, часов 6. В домашних условиях или вы на балкон куда-то? Нет, лучше в домашних условиях, конечно. А почему на улице нельзя? Он, у Ну, нас он же замерзнет. Просто замерзнет. А он должен впитаться, получается, парафин. Ну, он должен, Впитаться в картон, я имею в виду. да, впитаться в картон, так он замерзнет и все. Все понятно. Сейчас, если мы подожжем, то мы не увидим результата, естественно. Нет, я думаю, что увидим. Можно Давайте. так побаловаться? Ой, так. И Нет, да? слово хозяйки, потому что у меня так, видимо, не... Может быть, я не до конца... Вот пошла тема. Но на самом деле я действительно, дорогие телезрители, чувствую, что прям вот жар идет хороший такой. Вот, и это то, что вначале горит сверху, то, о чем вы говорили, да? Да. Поэтому надо отрезать фитиль под самую... Так, ну, а как ее потушить-то теперь, прошу прощения? Давайте потушим, да? Да, давайте потушим, если можно. Так, Вот так вот, легким движением руки Елены. все. И потушили. Ну, пахнет картоном, да. Значит, мы оставляем это чтобы остыло. Теперь давайте мы поговорим о красивых свечах. Я вот вижу, что у вас вот это такая вот интересная форма, благодаря которой получаются вот такие красивые цветочки, да? А где они берут? Вот я, допустим, хочу уже заниматься, да, свечами, изготовлением таких декоративных свечей. Где можно приобрести? Или это вы тоже сами как-то делаете? Нет, это на маркетплейсах, а вообще, ну, при желании можно и самим сделать. Это силиконовая форма, она многоразовая, достаточно силикон, если хороший, форма очень долго прослужит. Насколько долго? Полгода? Вот это сколько идет? Например, я поштучно считаю, да? То есть из одной формы я отлила порядка 100 пионов. Из одной формы. То есть после 100 пионов уже можно и говорить «до свидания». Нет, и она дальше у меня работает, служит. но уже чувствую, что она теряет свои свойства, то есть хуже отходит материал от нее, да. И, может быть, мягче еще обламывается. становится из-за этого? Я бы не сказала, что мягче. Ну вот что-то в ней становится не так. Это и есть такое. Не такой эффект, и, наверное, сказывается на качестве. Конечно. свечи. Вот эти лепестки, да, вот хрупкое изделие само по себе. То есть вот эти лепесточки все остаются вот в этой форме. Тогда да. Тогда уже вредительство делу начинается. Да. Ну, давайте, что для того, чтобы вот такой вот красивый цветочек сделать? У меня купила форму я. Мне нужен, соответственно, как мы уже поняли, парафин, да? Да, мы сейчас отмеряем парафин. Я у вас вижу, что весы. То есть каждое, перед тем, как каждое изделие сделать, вы все взвешиваете. Все взвешиваю, абсолютно все. Нам нужно на такой пион 70-80 грамм Парафина. готового материала. У нас еще стеарин будет добавляться, поэтому Стеарин это плюс-минус. Давайте разъясним, что такое стеарин. Ага, стеарин это Такая вот на порошок такое похож. вспомогательное вещество для свечек, которое увеличивает их тугоплавкость, это раз. Свеча дольше горит.
а для свечей декоративных это плюс, да? И, соответственно, не такая хрупкая сама фигурка получается. То есть, если, например, вот дракошу очень тяжело вынимать из формы за счет его рельефности, то с помощью вот этого материала это удается сделать. То есть, просто если голый парафин, чистый парафин, не получится. Что-нибудь отлетит обязательно. Тем более, когда такая мелкая детализация. Да? Да. Нам требуется 78 грамм готового материала, соответственно, парафина сколько мы делаем? Ну вот у меня получился уже, видимо, на глаз 63 грамма. 63 грамма парафина и вот 70. Да, 7, да? можете, сами добавить. Можно я вот... Да, у меня конечно. кухонные домашние весы. Это тоже почти кухонные, это да? кухонные мои весы. Значит, это ничего специального не покупалось. Да, 67 у Вот, глаза 70. у вас. Видите, А сколько нам? 80? Ну, добавьте еще немножко. Разрешаю, да? Так, 73, Ну, добавляйте все. Оно не повредит. 5. Еще надо? Все, нет, достаточно. 75 грамм. Да. Значит, 15 грамм вот этой стеарина и парафина. Да. Ну, если будет у нас лишних плюс 10 грамм, ну, ничего страшного, да? Ну, все пойдет на следующее изделие. Вот. Все это сейчас отправляется на водяную баню. На печку, да? Да. Так. А пока оно будет плавиться, мы с вами проденем фитиль В формочку. форму. А сколько по времени должна она плавиться на водяной бане? Сколько? Минуток 5. 5. Все, ждем, засекаем. И сюда мы добавим потом краситель. Чтобы красивый вот цвет какой-то был интересный, да? Здорово. Мы сейчас с вами будем, пока у нас плавится наш материал, продевать фитиль в формочку. Будем продевать его бабушкиным способом, так как у нас фитиль толстый, а сама дырочка маленькая, потому что если она будет большая, у нас будет вытекать наш материал, то я делаю следующим образом. Я беру сначала маленький фитилек, продеваю, потом я беру большой, уже потолще, тот, который мне нужен, и его сюда вот так делаю. Потому что если просто крючком цеплять, крючочек тоненький, вылазит просто нитки отдельные. Целая система. Вы вначале, когда сказали, что где-то месяца 4 или 3 изучали вот этот весь процесс, я подумала, что там такого сложного. Теперь я поняла, вот чисто вот фитиль, как продеть, наверное, я бы неделю мучилась. Ну, а фитиль где вы приобретаете? И он также такой на маркетплейсах. в форме ниток, да? Да. Вот. Это ХБ. Ну, это прям фитиль. То есть это не нитки, это фитиль. И пахнут так приятно. Так, ладно. Мы сделали красивый фитиль, вернее, наша героиня Елена. Вот. А мы только радостно показываем результат ее труда. Дальше что? Все, наша форма готова к заливке. Мы ждем, пока наш материал будет готов. А заливать надо как-то, тут же вот, ребристая она такая внутри, да? Заливать нам нужно как-то по какой-то системе, в круговую, или просто как льется, так пусть и льется? Вот мы будем с вами делать однотонную, то просто, в принципе, можно залить немножко, ее потрясти, чтобы пузырьки воздуха вышли, и все. А если мы хотим получить вот такую двухцветную, то тут, получается, у нас идет два цвета. Белый, вот розовый, да? Белый, да. Причем белый тут у нас уже идет не парафин, а комбинированный воск, потому что воск больше такого молочного эффекта дает. Я сначала заливаю это модельным воском, и уже после с другого резервуара добавляю Цветной. цвет, цветное. И получается вот такая двухцветная свеча. А можно сказать, что вот эти свечи, вот арома домашнего производства, они пользуются огромным спросом в Нижнем Куранахе, да? Спросом среди ваших, наверное, друзей, соседей, знакомых? Ну да, очень удобно для подарка купить, да, себе, знакомым, коллеге. Также и я делаю подарки и приобретают у меня для того, чтобы сделать подарок
какому-то знакомому. Вот сейчас вот этот набор, кстати, готовится для 8 марта. Он у меня не один. Это именно идет к 8 марта, к весне, пионы, то есть дракончики уже закончились, сейчас вот это идет. И все денежные средства, которые я получаю с продажи, да, этих наборов или просто отдельно свечек, я трачу, опять же таки, на покупку парафина для свечек на СВО. Понятно. То есть взаимо такое выгодное Да, производство. да. Одно поддерживает, второе необходимое. Да. Это вот у нас что такое? Это твердый краситель, как раз таки для парафина, для воска. А он из чего? Ну, предполагаю, что, наверное, какой-то концентрированный парафин. Какой-то, да, Или- и прям вот он мягкий, тоже, я бы сказала, ломается быстро. А где вы берете? Тоже на маркетплейсах? Также заказываю, да. Вот. И ну, по цвету можно определить, какого цвета будет, соответственно, наше изделие, да? Да, да, И вот всего столько на вот такую свечку? да. Сколько это грамм? Грамм-полтора вот так, да. Грамм, да, давайте. То есть я добавляю. Уже в расплавленный наш Да. парафин. И разбавляем мы, размешиваем специально палочкой. Мешаем все. Вот вы молодец, я смотрю, у вас на каждое действие вот какое-то орудие труда продуманное уже все. А железная ложка не лучше была бы? Мне кажется, палочка. На железную ложку, Предполагаю. вы знаете, я поняла почему, потому что она не подходит, потому что, да, я пробовала в самом-самом начале, весь, он же остывает, да, парафин, А, и прилипает. и прилипает к ложке. Поняла. Я становлюсь догадливой на ходу с вами. Отломите, пожалуйста, еще кусочек. И Сколько? Грамм? Миллиграмм? да, давайте побольше. Ну, грамм. Грамм. Почему-то как-то не дает цвет. Мне кажется, это большеватый кусок. Пойдет? Дайте. Оп. За счет того, что, видимо, парафин уже остывает, и Цвет чуть бледнее. и цвет бледнее, да, и температура плавления красителя ниже, поэтому это и долго, Вот уже более насыщенный идет цвет. это и долго не так насыщенно. Да. Добавить еще? Ну давайте добавим, вот чтобы такой уже нам ванила. получился красивый наш цветочек. А бывает такое, что цвет один, а по факту, когда изделие остывает, вот свеча, он дает другой цвет. Да, это всегда так. Когда Наверное, первое время вы были, мягко говоря, удивлены. парафин горячий. Да, действительно так. Получались из-за этого ошибки. Вообще, в принципе, скажем так, получить одинаковые две свечки было невозможно, если они как бы сделаны разными партиями. Потому что на выходе парафин получался совсем другого цвета. Тут целый такой, как химический хотелось. процесс. Ну да, за счет того, что уже остывает очень долго. Не было у вас идеи провести мастер-класс Нижней Куранахи для земляков? Я думаю, что я еще сама учусь многому, поэтому пока особо показывать, этот, Не считаю, готовы, да, морально? Да. Но объясняете вы очень хорошо, я думаю, процесс бы пошел. Подмастерья бы у вас нашлись. Да. То есть, если краситель плохо плавится, значит, остывает наша масса. Поэтому надо подогреть, что мы и сделали, и залить. И заливаем. Как интересно. Можете вы? Можно? Хотите? Я с радостью. Если показывать, то... А куда лить? Обклеите. Чтобы То есть просто- я, соответственно, фитиль... Фитилек держите, да, в стороне. Его нельзя Ну, трогать. лучше да? не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, что я могла бы стать вашей ученицей? Смотрите, как идеалити просто. А? Мгм. Учитель доволен? Очень. Ой, выливается. Так? Так. Кажется, И перелил. точно, нет ничего страшного. И точно такой же принцип, как и свечей на СВО. Через час они у нас осядут. И нужно будет доливать. А, заново долить то, что как раз у Опять нас эта будем масса. доливать, да. А вот смотрите, он вот выходит уже наружу. Нет Это ничего страшного.
Не выйдет. Даже если выйдет, ничего страшного, мы же доливать будем, и поверхность будет ровная. Значит, у нас таким образом, когда уже это все будет готово, да, мы это вынимаем из формы, да, через 3 часа, и получится у нас, соответственно, вот такая красивая свечка в форме цветка прекрасного пиона. Да, да. Ну, это, наверное, очень актуально в канун весенних праздников женских, Как да? раз к весне мы и стараемся. И аромат, конечно, безумный. Сколько такая свеча будет гореть по времени? Так, ну, часа 3-4 будет гореть. Проверяем? Может быть, даже больше. Но я примерно уже понимаю, из чего состоит свечка и сколько она будет гореть. Примерно вы можете уже предсказать ее будущее. Дорогие друзья, дорогие наши телезрительницы, сегодня вы стали нашими свидетелями того подробного процесса прекрасного, как изготавливаются свечи. Я думаю, что кто-то в любом случае заинтересуется и сможет для себя что-то новое узнать. Ну а мы благодарим нашу прекрасную героиню, прекрасных дел мастерицу за такой подробный рассказ интересный, за такое участие активное, да, вот, и желаем вам успехов, вам и вашей семье в хорошем, добротном, таком полезном деле. Спасибо большое, спасибо, что приехали, всего доброго.